Песня первая. О Тохтамыш-хане, о ссоре его с Аксак-Тимуром, а также о том, как Тохтамыш-хан приговорил Кутлык-Кию-Бия и его сына Идигея к смерти. В стародавние времена, там, где была Нугаев страна, и предком Нугая был татар, там, где стольный сарай стоял, там, где вольный Идиль бежал, там, где город Болгар блистал, там, где текла Яика вода, там, где была Золотая Орда, там, где жили Кипчак и Булгар, ханствовал над страною татар хан по имени Тохтамыш. Кто был ему друг, того любил, кто был ему враг, того губил. То, чем владел он, были стада, то, что имел он, были рабы. В муках текли их года. Ходила молва из края в край, хвалила город его сарай. Сотни башен взметнулись там, 80 улиц там. Алтын-Таш, золотой дворец, лег на желтый мрамор багрец. Славой он был 8 стран, не этим дворцом гордился хан. Сокола, чьи могучие крыла, хан запускал с луки седла. Чтобы летел, добычу зажав, славой он был 9 держав. А хан Тохтамыш был таков: белый конь под ним на земле, черный сокол пред ним на седле. Гладью неисчислимых озер следил за добычей ханский взор, следил, как птицы ручные летят. Таков был этот Азамат. За струею речная струя, за рекою река Сырдарья. За Сырдарьею Самарканд, Самаркандом Тимир владел, шах Тимир державы глава. Он Тохтамышу письмо написал, были в письме такие слова: «Если привольная Яик река, если Идиль река широка, если реки подвластны тебе, если за реками Куктубе, если стоит сарай в Куктубе, если ты в сарае сидишь, если ты хан Тохтамыш, если тебе я подмогую был, если ты тот, кто когда-то пил лишек моего кумыса, если сокол сидит у тебя на шесте, черный сокол Тюкли-Аяк, если вблизи и вдалеке славой он стал 9 стран, славой, гремящей из края в край, сокола мне передай». Письмо прочел Тохтамыш-хан, письмо прочел, письмо свернул. Налево один раз взглянул, направо один раз взглянул, вошел в его сердце холодный лед. Как сталь благородная он посинел, вошел в его сердце жаркий огонь. Как железо холодное он потемнел, так раскалился до бела. Ответное письмо написал, и речь его такой была: «Речная струя, живая струя, за той рекой Сырдарья, за Сырдарьею Самарканд, если ты хромоногий Тимир из рода Барласа Эмир, если ты в Самарканде сидишь, если я в сарае сижу, я хан Тохтамыш, если зову я отцом Туйгуджу, если мой прародитель Чингис, если мой сокол Тюкли-Аяк с высоты бросается вниз, вверх взлетает добычу зажав, если славой он стал 9 держав, твоим не будет он, шах Тимир». Великий и строгий шах Тимир, эй, хромоногий шах Тимир, сокол есть у меня другой, белый сокол, Бус-Туйгын. Эй, шах Тимир с короткой ногой, белый сокол не будет твоим. Третий мой сокол, сокол плохой, на мышей охотится с ним. Эй, шах Тимир, мечом не грози, если зубы сильны, камень грызи. Третий мой сокол, бедояк, пусть будет твоим, Тимир-хромец». Словам конец и письму конец. Луна погасла, кончился день, упала тень. Год прошел, луга расцвели, на озеро Чурули. Птицы слетелись со всех концов, от сокола Тюкли-Аяк самка вывела 2 птенцов. Прозрачными стали утра, охоты приходит пора, сокольничьего Тохтамыш зовет, сокольничий Кутлук-Кия, черный мой сокол, гордость моя. Мне подарил 2 соколят, дай испытаю, как полетят. Тот вернулся быстро весьма, на шее шелковая тесьма, свисает оба конца, трепещут у него в руках 2 одинаковых птенца. Ни одного Тохтамыш не взял, посмотрел на них и сказал: «Эй, Кутлук-Кия, бей, Кутлук-Кия,
Если владыкой считаюсь я, если я хан Тактамыш, если мой дом Булгар-и-Сарай, если мой сокол Тюкли-Аяк, если за соколом ты следишь, его птенцов мне отдай». Склонился пред ханом Кутлук-Кия, снова подал ему птенцов, напоминающих близнецов, 2 одинаковых детей, и взял их на этот раз Тактамыш. Посадил их на кончики ногтей, и хан Тактамыш взметнул одного, чтобы сбросить на жаворонка его, другого на селезня сбросить хотел, но первый птенец не полетел, и второй птенец не полетел. Крикнул тогда хан Тактамыш, и от гнева задрожав: «Если мой сокол Тюкли-Аяк завистью стал 9 держав, если соколом я прославлен был, если к соколу ты приставлен был, зачем же ты мне суешь с безволосыми лапками птенцов, с кончиком клюва плоским тупым? Зачем мне моих птенцов не даешь? Считаешь меня слепым? Себе возьми этих птенцов, их породил бедояк». Кутлук-Кия отвечал так: «Великий мой хан, владыка мой хан, черный сокол Тюкли-Аяк славой стал 9 стран, охотничьим соколом твоим, но ты вчера стал седым, сегодня он стал седым, хилым он стал стариком, и кажется нам его птенцы, рожденные бедояком. Рок таков проклятый его, но эти соколята его». Стал тогда повелитель страны, словно уголья красны, кровью налившись стали глаза. Так разразилась его гроза. Устроен этот лживый мир, оказывается, так: в Самарканде Тимур-эмир, в белом сарае сижу я, сокол мой Тюкли-Аяк, за соколом ты, Кутлук-Кия, приставлен следить всегда, но 2 яйца из гнезда, оказывается, вынул ты, яйца бедояка в гнездо, оказывается, подкинул ты. Племя сокола моего отдал Тимуру, чтоб сгинул ты. Ответ держи, от чего ханский закон отринул ты?» Еще сказал Тактамыш хан: эй, Кутлук-Ка, суть твоя грязная и низка. Чье это время теперь у нас? Тахтамыша время сейчас. Эй, Кутлук-Ка, держи ответ. Много Тимир чеканит монет, много чеканит монет золотых. Продался ты за одну из них. Сделал ты 2 головы из одной, сделался 2 владыкой слугой. Держи ответ, Кутлук-Кия. Держал ответ Кутлук-Кия. Эй, великий мой хан, владыка мой хан, если б Тимуру я отдал себя, шах Тимуру я продал себя, сделал бы 2 головы из одной. Сделался я 2 ханам слугой. Если бы мне суждено пропасть, если твоя не свергнется власть, то несчастлив буду и я. Ты мой хан, я Кутлук-Кия, участь твоя, участь моя». Неслыханным гневом буян закричал Тахтамыш хан: эй, Кутлук-Ка, суть твоя грязна и низка. Чье сильно племя? Племя мое. Чье нынче время? Время мое. Взял я в руки держава судьбу, с алмазной броней на лбу. Молодой двукрылый птенец, золотой Чингиза венец, разве не на моей голове? Прародителя славный дом, Чингисхана державный дом, разве не у моих ног? Словом неумолимым тверд, данью многоплеменный горд, повелитель множества орд, разве я сам не Чингис? Разве не владыка владык? Разве не владею страной 6-месячный путь длиной? Как же посмел сказать твой язык, что мое всевластие уйдет, а к тебе несчастье придет? Суть объясни мне твоих речей. Не поднимая очей, высказать всю правду решив, руки сперва на груди сложив, ответил Кутлук-Кия: «Мое дело сказать, мой хан, твое дело внимать, мой хан. Куктуба – сердцевина земли, здесь дворец властелина земли. В довольстве жил в сарае народ, 4 было здесь ворот. Приходил из далеких стран за караваном караван, выйти не успевал из ворот шумный людской круговорот. Города, окружив лицо, двигалось замкнутое кольцо. Шел дождь или бури, слышался крик, но с ямом спешил сюда ямщик.
Смело скакал сюда ездок, даже если был одинок. Пищу находил и покой на широкой дороге ямской. Скачет, земля спокойно кругом, ляжет на отдых, земля как дом. Ничто не грозит жизни его, счастье, мир в отчизне его. Непобедимой была страна, неистощимой была казна. Бедному люду в те времена весь доставался доход. На лугах умножался скот, люди в стране теряли счет запасом монетным своим, богатством несметным своим. Что ж видим, приблизившись к нашим дням? Этих богатств не хватило нам. Эй, владыка хан, великий хан, править умел бы ты страной, мощной владел бы ты казной, не терпел бы народ мытарств. Вспомни, была Золотая Орда, Белая Большая Орда, путем 60 государств. Теперь караван не входит сюда, верблюд не знает твоих ворот, в долю купец тебя не берет, монет не находит для тебя. Не значит ли это, великий хан, что власть уходит от тебя? Скажу, не страшась твоей руки. Сарытау, хребет реки, был домом, где обитал мой народ. Мой народ убавил ты, дважды переходить Итиль мой народ заставил ты, и там его не оставил ты. Бестравные солончаки в бурые глинистые пески мой народ отправил ты. Мой многоглавый город Кумкент сделал песком, обезглавил ты. Эй, владыка хан, великий хан, у кобылицы два соска. Если один пропадает, не будет в другом молока. Вот верблюд двугорбый идет. Если горб один пропадет, силы не будет в другом. Лишил ты мой народ земли, у него, значит, счастья нет. К врагам твои птенцы перешли, у тебя, значит, власти нет. Если я на старости лет сделал две головы из одной, стал я двум владыкам слугой, то, значит, справедливости нет, правды нет в державе твоей. Если ты голову можешь отсечь, можешь в крови вымазать меч, ханский меч, Токтамыш, приготовь. Вот моя голова, моя кровь. Пред ханом слов не тая, пал на колени Кутлук-Кия. Хан Токтамыш сказал в ответ: «Гай, татарин ты, от Мангыта рожденный на свет, нечистый, нагульный татарин ты. Вчера твоя жизнь быль, сегодня пепел, пыль. Вчерашний бий сегодня умрет, уничтожу я весь твой род». Двух биев позвал Токтамыш. С Дюрменом пришел Чакмагыш, сказал Токтамыш хан: «Эй, Дюрмен, бий, Дюрмен, ты возьми свой бердыш, кинжал обнажи кривой, над вражеской головой Кутлук-Кия лжебий, голову ему отруби. Была у него жена, Пери была она, подарила ему дитя. К своим потом улетя, найди и убей дитя. А ты, бий, Чакмагыш, к юрте его поспешишь, кресало имя твое, так высеки пламя свое. Кутлук-Кия подлый бий, дом его разруби, разрубив, сожги в огне». Стоявший в стороне славный бий Джан-Тимир, в стране своей старший пир, отец 6 сыновей, воспитатель ханских детей, советчик в ханских делах, старцем уважаемым был, мужем почитаемым был. Нуждались в его словах молодые и старики, голенища его широки. Хан его ставил высоко, с Кутлук-Кия в юные дни кровью окрасил он молоко, побратимами стали они. Колено пред ханом он преклонил: «Владыка мой хан, великий мой хан, что останется, если земля уйдет? Народ без земли останется. Что останется, если уйдет народ? Страна без людей останется. Что останется, если страна уйдет? Матери молоко останется. А если и молоко пропадет? Язык, сосавший белую грудь, язык сладкогласный останется. Язык пропадет, уйдут слова. Письмо мудреца останется. Погибнет мудрая голова, но кровь в потомстве останется. И если потомство погубить, все поколение перебить, чужеземец в стране останется. Судьбой сраженный навсегда, потомство лишенный и гнезда, блеющий, как дурной баран, хан одинокий останется. Великий мой хан, владыка мой хан, Кутлук-Кия сокольничий твой, смилуйся над его головой.
Один из предков его врагом-губителем был, другой из предков его другом-воителем был, один из предков был раб, другой правителем был, а старший дед Туклас Хаджахмет пиром-святителем был, в рабстве жил один его дед, бием был другой его дед. Раб ошибется, бий простит, бий ошибется, хан простит. Во имя моих старых лет, хан мой, прости вероломство его. А не простишь вероломство его, тогда прости потомство его. Крови ребенка не проливай, смерти ребенка не предавай. Так говорил Джан Темир Бий. Не принял владыка его слова, был гнев его крепок, милость слаба. Славен стольный град-сарай, 80 улиц там, сотни башен взметнулись там, выше всех Алтын-Таш, за ним Салкын-Таш, место, на котором казнят. Виноват ли? Не виноват. Соизволил хан приказать Сокольничего связать, на лобное место привести. И на закате долгого дня около большого пня Кутлук-Я на колени стал. Бий-Дюрмен секиру достал, секира блеснула едва, упала с плеч голова. Не принял хан Джан-Темира слова, не думал ему Джан-Темир уступать, понял он сразу, как поступать. Направил путь к юрте своей у Джан-Темира 6 сыновей. 6-й сын Кубыгыл, взял он родное дитя, в дом Кутлук-Я поспешил, сына в колыбель положил, широкий голенище его. Сына бедного Кутлук-Я спрятал у себя в сапоге, принес свое жилище его. После него Дюрмен пришел, в колыбели дитя нашел, крикнул он в тихом жилье: «Для чего тебе ходить по земле? Лучше пусть ходит ханский приказ, секира, коснувшаяся отца, пусть и тебя коснется сейчас, пройдет через шею волосок». Так ребенка смерти обрек. Так был убит Кубыгыл. Пришел Чакмагыш, дом разрубил, сухую траву поджег. Ханский приказ по земле не пошел, а если даже пошел, дальше Бога приказ не дошел. Окровавившие сердца, обезглавившая отца, секира, что была тяжела, сына убить не смогла. Ребенка судьба оберегла, вместо него умер другой, умер ханский приказ. Бог невинного спас, жизнь его была дорога. Вынув ребенка из сапога, так сказал Джан-Темир: «Вступай без роду, без племени в мир», и дал ему имя Идигей. Прочитал Искандер Измайлов.